подразумевает развертывание на границе с Россией самой крупной группировки ТРО, в которую войдут не менее 8 бригад. Кстати, в этих бригадах могут служить, внимание, иностранцы. Разработчики законопроекта отмечают при этом, там есть всегда, когда идет законопроект, пояснительная записка. И там они отмечают, что такой законопроект может быть воспринят как подготовка Казахстана к военным действиям. Ну а как еще его воспринимать? Ну, смотрите, новый закон принял казахстанский, опять же, парламент единогласно, то есть он будет одобрен. Цель законопроекта, пишут, повышение обороноспособности Республики Казахстан. В каждом из 20 регионов создается бригада ТРО. В законе при этом не указывается численный состав. Но самое главное, что могут в них служить еще лица без гражданства и добровольцы-иностранцы. То есть туда можно нормально так людей-то набрать за деньги, да? За это они будут получать гражданство Казахстана в упрощенном порядке. При этом, что важно, 8 бригад из 20 будут размещаться на границе с Россией. Опять же, для сравнения, да, на границе с Узбекистаном 5 бригад, еще 4 на границе с Китаем. Остальные будут прикрывать границу Казахстана с Киргизией и Туркменистаном. В законопроекте также написано, что вот эти бригады будут участвовать в обеспечении безопасности охраняемых лиц, обеспечивать режим военного положения на территории Казахстана. Но самое главное, они могут бороться с десантными, диверсионно-разведывательными силами противника. В случае же временного захвата противником территории вести с ними вооруженную борьбу, то есть стать партизанскими отрядами. Также эти силы будут включать в себя силы и средства органов национальной безопасности, силы и средства, выделенные вооруженными силами, то есть им могут передать технику, естественно. Конечно, возникает вопрос, а что это вдруг так Токаев обеспокоился? На границе с Россией 8 бригад. Союзникам. Столько сил сосредотачивать на союзника. То есть, например, граница с Китаем, у Казахстана ведь нет никакого договора о коллективной безопасности, как у Казахстана с Россией. Конечно, уже сегодня я в своем телеграм-канале публиковал, что Министерство обороны Казахстана отреагировало, сделало заявление, что публикации СМИ вводят людей в заблуждение, что это для укрепления внутренней безопасности. Он не направлен против соседних стран. Ну, еще раз, вы бригады создаете, значит, вы подразумеваете, что на вас может напасть Россия. Вы так считаете. А почему вы переживаете на этот счет? Значит, есть какие-то факторы, ведь ничего не бывает на ровном месте. Так вот, вы знаете, мы-то тоже это все будем учитывать. И, скажем так, я понимаю, что Токаев переживает, что сделка по Украине может быть заключена. А я очень давно, у меня лежат в архиве выпуски, я объяснял, ну как вы думаете, наша самая обученная современная армия будет использоваться как фактор принуждения к грамотным, справедливым взаимоотношениям с нашими соседями? Ну, конечно же, будет. И Токаев пытается на это отреагировать. Хочет показать, что не надо вот тут своей армии. У нас вот ТРО будет. 8 бригад разместим на границе с Россией. Ну, очень дружелюбно. Конечно, на официальном уровне Токаев никогда пока такое не скажет. Но дела говорят за него. Вот, союзник. Конечно, кто-то будет писать, что ну а что вы хотите, у нас там огромная граница. Ну, огромная граница, да. Но почему вас Китай так сильно не беспокоит? Вас беспокоит больше Россия, которая, еще раз, союзник Организации договора коллективной безопасности, ОДКБ. Ну, я напомню, кто спасал Токаева просто. Российские войска. И, видимо, Токаев переживает, что если что-то еще произойдет, то российские войска уже не совершат, ну, на мой взгляд, геополитическую такую ошибку и останутся в Казахстане. Потому что уж очень много странного там происходит. И на теме пантюркизма, взаимоотношения Казахстана с Турцией в организации тюркских государств, и на фоне ее взаимоотношений с Европой, и с США, и с Британией. То есть вот многовекторность-то нам сейчас в этом мире не нужна. Да, нужно уже выбирать сторону, на какой стороне будет находиться Казахстан. И с русофобией нужно в Казахстане потщательнее бороться.